Москва готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявил сегодня замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. В Москве сожалеют из-за позиции грузинской стороны, которая увязывает восстановление дипотношений с позицией России по Абхазии и Южной Осетии. Мы сожалеем о том, что грузинское руководство по-прежнему увязывает восстановление дипломатических отношений с нашей позицией по Абхазии и Южной Осетии. Мы неоднократно заявляли, и я готов это повторить, что решение Российской Федерации о признании суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии, принятое в августе 2008 года, пересмотру не подлежит, заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью «Известиям». По его словам, дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны режимом Саакашвили после того, как этот режим попытался осуществить агрессию против населения Южной Осетии, российских миротворцев, а значит и против Российской Федерации, отметил Галузин. Сейчас в Грузии режим Саакашвили подвергается за это жесточайшей критике. Сам он находится под многочисленными судебными тяжбами, сказал Галузин «Известиям». Заявление почетного председателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили о готовности извиниться перед осетинами за войну 2008 года Галузин назвал здравыми. Как я понимаю, такой же настрой присутствует у официального Тбилиси и в отношении Абхазии. Это, безусловно, позитивный сигнал. Надеемся, что они воплотятся в конкретных шагах по нормализации отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией на основе трезвого восприятия нынешних реалий, добавил он. Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению, мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет, цитирует Галузина «Известия». При этом Москва, по словам Галузина, не рассматривает восстановление авиасообщения с Абхазией как нечто, связанное с вопросами авиасообщения с Грузией. Это абсолютно самостоятельная тема, заявил он, выразив надежду, что тот прагматизм и здравый смысл, который очевидно превалирует сегодня в Тбилиси, в этом вопросе сохранится. Конец цитаты. Кстати говоря, и об авиасообщении стало сегодня известно, что Росавиация на сегодняшний день выдала разрешение на выполнение регулярных рейсов в Сухумский аэропорт только двум авиакомпаниям iFly и Nordstar. Таким образом, сообщается, что iFly получила разрешение на выполнение 14 рейсов в неделю из Москвы, а компания Nordstar сможет осуществлять 7 рейсов в неделю из Красноярска.